Здравствуйте, мои друзья, все мои друзья, вы все мне друзья. Здравствуйте. Конечно, я знаю, у многих членов моего отряда душевная травма, души их измучены развалом отряда. Души их заблудились, души их страдают в темноте, в неверии, в упадке духа. Но, ребята, приходите ко мне. Я всеми своими силами согрею ваши души, освещу ваш. Все, ваша жизнь будет освещена светом добра. Приходите ко мне, поговорите. Я вас выручу, ребята. Я выручу, я вам всем помогу, ребята. Конечно, всех я вас люблю, моих ребята, моих всех членов отряда, все, которые не любят меня, которые не подчиняются мне, которые не уважают ворона, готовы его растерзать, которые не понимают меня. Я их всех люблю, вас я всех люблю и прощаю, потому что я не могу нарушить Божий закон прощения. Прощаю, конечно. И когда мы победим, придет новый мир, я попробую остановить, конечно, народный гнев против предателей. Но этим мне трудно будет. Народ-то все запомнит, кто тут говорил, как действовал. А народный гнев страшен будет. Растерзать могут люди, предателей. Я попробую остановить народный гнев. Я для этого пришел, чтобы и народ хотя бы простил предателей потом. Лилия, черное мое крыло дано Богом, и Бог отберет. А раз оно дано мне Богом, я долечу до края вселенной с ним и с моим ангелом. И ни вам, ни людским, ни людям, никому не остановить нас. Миссия будет исполнена. Некоторые люди хотят осудить нас, что я вор, что я лжец, и ворон тем более вор, лжец. И хотят под демонскую систему судебную отдать. Но я не ворон, а ни себя не отдам. Я буду биться насмерть. А когда придет справедливая народная система, все, судите меня, в тюрьму пойду. Буду сидеть за все грехи ворона. Ворона я в том даже случае никому не отдам. И поэтому я говорю, я вас всех прощаю, конечно. Заблуждение, скоро у всех глаза раскроются. Весна скоро. А вообще события меняются очень быстро. В мире очень быстро, тем более в России. Очень быстро меняется. Ветер в наши паруса. Я, конечно, прощу предателей, заблудших. Но еще раз предупреждаю, народный гнев будет страшен. И мне придется защищать вас от народного гнева. Да, Бородатого, ты абсолютно прав. Эти приказы на это направлены. Но раньше уговаривал же, Христос вас любил, уговаривал. Но это время прошло, 2500 лет назад все это было. Сейчас пришло уже людей спасать такими именно приказами, чтобы ошибки их исправлять, чтобы души и совесть их спасти. Время приказов уже пришло, светлых сил. Он уже, силой уже хочет людей спасти, да. Бог всех любит, но теперь время пришло приказывать, чтобы человек остановился, неправедные дела не делал. Или вдохновить его на праведное дело, но уже приказами, уже не уговорами, ребята. Уже приказами. Время такое. Время приказов светлых сил пришло. Да, Оксана, тут и гадать-то нечего. Вы знаете, кто лидер. Это я, конечно. Тут ни гордость, ничего не надо. Но это я говорю, потому что нужно так. Время такое для спасения, для свободы. Я вынужден говорить я. Я раньше такого не говорил, но сейчас я в такой миссии, что я должен говорить я. Что я должен быть лидером. И это вы должны внушить всем людям заблудшим, что есть лидер, за него держитесь. Это я очень рад с вами беседовать, которые меня люди понимают. И я также рад беседовать с врагами, потому что там тоже от моих слов много правды и истины раскрывается. Взаимно. И друзья мне помогают раскрыть истину, и враги помогают. Так что мы будем работать, ребята. Поэтому сильно и задача моего отряда, моей группы, тут чем больше народу придет, разных, тем я больше буду с ними беседовать, говорить. Там много раскроется глаза. Даже отъявленные враги, и кто у них просветление получат. Я должен вести дискуссию только здесь с народом, только здесь в своей группе, со своим отрядом, потому что мне ваша защита еще как важна.
Если что, вы, конечно, сразу меня защищать будете. И, как я говорил, это ваше святое право и обязанность. Вы должны меня защищать. Вот такие дела, ребята. Здесь, в эти секунды, в эти минуты, в эти дни, вот прямо вот эта история, вот даже человечество вот здесь прямо и в группе и творится, ребята. Вот это осознание должно быть у вас. Ну, если по-мифологически, да, легенда тут творится. Прямо у вас на глазах. И вы в ней участвуете, ребята. Да, Оксана, я просмотрела видос. Это я. Я вообще не отрицаю. Это я. И вот поэтому тут в отряде я еще давно вот потихоньку я вас приучаю вот пока по мелочным приказам, потихоньку приучаю. Вот, сперва мой отряд надо приучить, что надо исполнять мои приказы, что надо слушаться меня, уважать ворона. Я к этому вас потихоньку призываю. Это же пока еще цветочки, ягодки-то еще дальше пойдут, как это предсказал перемен. Ягодки будут там, и вот тогда уж что... Точно жесткие мои приказы. И вас спасут, да Россию спасут мои жесткие приказы. Весь мир спасут. Вот для этого я. И поэтому я пока на своем же примере постоянно говорю. Ну, потому что я храбрый, отважный, что я приму бой, что я буду биться до конца. Это я про себя говорю, но вы должны смекнуть. Смекнуть должны. Для кого я это говорю? Через себя. И на примере своего отряда, вот, хотя бы вот на наказание, изгнание у меня там, прощение. В будущем я вас готовлю, ребята, вот на отношениях. Ведь нам придется столкнуться очень тяжело. И чтобы вы не потеряли человеческий облик, вы должны хотя бы вот этот мини-пример хотя бы в себе нести. Что если враг повержен, не мсти ему, отпусти, прости. Не надо над ним глубиться, над поверженным врагом. И тюремная система, судебная, все это на это направлено, на гуманизацию вашей совести, души, ребята. Нет, для меня не страшно. Для меня не страшно, ребята. Не бойтесь за меня. Я под защитой нахожусь. И Бога, и самого себя, я уверен. Я уверен. Как я говорил, учил вас, я буду биться до конца. Меня Бог поможет. Да и сам у меня храбрости много. Все, работаем, ребята, работаем. Я уже говорил, я уже не подчиняюсь судебной системе, демонской судебной системе. Я никого не запускаю. Все, я в изоляции. Хоть бы кто там, хоть бы сам дьявол. Я здесь в изоляции. И вот этой демонской системе судебной я не подчиняюсь. Да, приказ. Если меня не станет, все мои полномочия передаю моему правому крылу ворону. Это приказ. Аминь. Дом. Да, будем надеяться, что все будет нормально. А я ко всему готов. Ну, я уже все сказал же вам, ребят. И пусть они тоже знают, темная сила, что я ко всему готов. Решительный, как говорится, непоколебимый. Никогда не отступлю назад. И честью не уроню, тем более на весь мир. Весь мир теперь уже знает эту историю. Как я, если отступлю, там, отмечусь пойду, или какие-нибудь другие варианты. Это же моя тесть уродится. Меня сразу кораблеботы грязь втоптают, да и народ отвернется от меня. Тем более Бог отвернется от меня. А насчет советов, разных уговоров, не меня надо уговаривать, не мне советовать, ребята. Моя позиция как алмаз тверда, как сталь. Я же честь имею, как говорится. Вы эти советы, уговоры темной силе направьте. Чтобы она прозрела, у нее в голове что-то там крутанулись светлые, хоть свет у них озарился какой-нибудь. Вот им советуйте, вот их уговаривайте, а не меня, ребята. Уруяйхал. Да, Кайла, то, что написано на небесах, не стирается на земле. Вот этот принцип может сработать еще как, да, если Бог захочет. Он все устранит препятствия на моем пути. Эльга, мне кажется, удары у них все слабее и слабее становятся. Они же все уже, как говорится, силы теряют. Тем более скоро и финансовые силы потеряют. Это все предсказано. Во-во, а ты стращаешь сильнее, сильнее. Это силы Бога становятся сильнее, сильнее. И удары его через народ становятся сильнее с каждым днем. Вот так надо думать позитивно, ребята. Вот преодолей свой страх, Эльга, перед темной силой. Преодолей, и все. Все боишься их. Да, здравствуйте, сыны и дочери России. Я шаман-воин. И вы все свободные люди. Да, вы все свободные люди. Если
Вы не пойдете со мной в поход, не поддержите меня. Конечно, вы останетесь живы и здоровы. Вы будете счастливы. Но счастливы ли это, когда, убирая в теплой постели в кругу своей семьи, вы вдруг пожалеете, что не пошли со мной в мой поход? Эх, татык, татык. Это разве я о смерти говорю? Я сам не люблю о смерти говорить. Но вот эта же система демонская меня в угол загнала. Она сама предлагает мне о смерти говорить. И я буду говорить тогда. Да, вера Бога – это хорошо. Вера Бога только нас спасет. Да, Дойдуна, я вот всегда говорил, раньше сказал уже, и вы должны это знать, что основной мой отряд это не просто вот отряд, на нем я не зацикливаюсь. Еще и отряд, который мне небом послан. Это вы все, которые мне добровольно помогаете, поддерживаете меня, даже не будучи в отряде, просто так, вот и тут во время Якутска, да везде по всей России. Это тоже мой отряд, это мой небесный отряд. Да, они мне Богом посланы. Так что, ребята, никого из вас, весь мой отряд, весь российский мой отряд, весь якутский мой отряд, никого я не изгоняю навечно. Такого наказания у меня нету, ребята, никогда и не было. Временно, чтобы человек остыл, осознал вину на час-два, как я сказал, на один день, ну ладно, на 3 суток. Вот Лилия недавно на 3 суток была изгнана, ну пришла, все, прощена. Так, здравствуй, Валентин, мой дворник, отвечаю на твой вопрос. Я шаман-воин, я воин небесный. Я пришел вас учить, как воевать по-небесному. И это я понимаю, как небесный воин. Если враг силен и опасен, не сдавайся никогда перед этим врагом. Бейся до последнего. То есть, если ты победил врага, и он ослаб, и он сдался, все, не мсти ему, прости, отпусти домой. Никогда, ни тюрем, ни телесных наказаний к нему не применяй. Вы скажете, он придет обратно с оружием? Да, придет обратно с оружием, если не опомнился. И умрет, как мужчина в бою. Я шаман-воин. Я понимаю, как воин все это. Пока побереги силы, мой волк, побереги силы. Они нам еще долго пригодятся, твои силы и способности, как воина. Я от вас ни от кого не отрекаюсь, ни от тебя, волка, ни от тебя, Валентин Дворник. Вы все мой небесный отряд. Мы все друг друга поймем обязательно и будем вместе. Все вы ценны и важны своими качествами для меня. Да, волк. У Бога много имен, 1 000 000 даже может быть имен у Вселенной, но Он один. У каждого народа, национальности имя Бога свое, но Он один. Небо одно, солнце одно, и Бог наш один. же здесь, да, и все мы на этой земле, во всей вселенной, разные нации, народности, все мы равны перед Богом, все мы едины перед Богом. Да, всех Он нас любит, как бы мы Его ни называли, какие бы языки у нас не были, какие бы обычаи не были, какие бы лица у нас разные не были, все мы дети Бога, все мы едины перед Ним, все мы равны перед Ним. Да, Валентин, ты прав, ты 100 раз прав. Когда вот в обычных обстоятельствах житейских все это было бы происходило, я бы все это принял. Но у меня, видишь, совсем другое обстоятельство. Я должен быть лидером, должен быть, как ты говоришь, гордым, сильным, смелым, вести людей за собой, приказывать людьми. Пришло это время, я от этого не отступлюсь, я должен выполнить миссию. Именно таким, да, диктаторским, но диктатурой светлых сил. Ну а дальше все закончится. Вы будете жить своим любимым народовластием. Да, в начале моего этапа пути, когда я жил в отшельничестве, я был полон сомнений. Зачем это мне? Я спрашивал себя и Бога, и людей. Зачем это мне? Я же обычный человек. Зачем ты мне, Бог, такой груз посылаешь? Я не хочу, говорю. Это было там, в тайге. Я не могу, говорю. Но когда поразмыслив, и все обстоятельства изучив, взвесив, я же не просто так вышел в поход. Я принял решение и вышел в поход. Ну, а вы все мои свободные люди в этом деле, конечно, помогаете. Должны помогать, должны участвовать в моем походе, обязаны даже. Ибо это, если не будете этого делать, потом как вам умирать в постели чистыми, сытыми, счастливыми?
что вы не смогли участвовать в моем походе. Конечно, Бороздат, конечно, так и будет. Все мы будем свободными, независимыми, сильными, но мы все будем вместе. Ведь только свобода объединяет народы, нации, друзей, людей. Поэтому, ребята, мы обязательно, вы все, я, весь мой отряд, обязательно должны посетить Алтай. Там и мудрость, там и сакральность, там и сила России. Да, ребята, отвечаю вам на этот вопрос. Почему я вначале говорил, все, не пойду, поход и так далее, и тому подобное. Но вы забываете, что я воин. Я небесный воин, да. И для меня не чуждо искусство войны. Да, это у меня в крови. Чтобы выиграть битву, надо многое применять, ребята. Я же все-таки воин. Белый свет для меня символ чистоты помыслов, символ свободы, символ правды. А почему на коне? Потому что так быстрее. Я сколько времени потерял-то? Вот тут, пока меня держали, потерял на время. Сейчас уже пешком уже не успеешь пройти-то. На коне быстрее, раз, и побыстрее всю Россию бы обскакать, как говорится. А почему не на машине? Да потому что я не должен, я все-таки шаман, духовный человек, не должен терять связь с землей матушкой. Она меня подпитывает энергетически. Да, ну это уже шаманизм. Силу я должен, никогда не должен я от земли отрываться матушке. Ну а на машине, на поезде, на самолете, после победы наездюсь. Конечно же, не всем заблудшим прощения, всем, и силовикам, и чиновникам, и депутатам, и олигархам, и всем, всей элите прощения. Мы будем вместе создавать новый мир, новую Россию, вместе. И все будем счастливы и свободными. Аминь, дом. Россия очень разная Россия. Много противоречивостей, много непонимания. Россия же сейчас такая у нас тоже. И таков же мой отряд. Тоже вот зеркальное отражение того, что мы живем в такой России. Ну вот, ничего. Наведем здесь в отряде порядок, друг друга как-то будем уважать. Ну хотя бы ради меня. Тогда и в России порядок наступит, ребята. Хорошо, что здесь не поход реалий. Но когда он будет, ребята, тут-то админы заведуют. Тут мои пока отрядных законов не действует. Ну а когда мы в походе были, у меня закон был жесткий в отряде. За драки, за ссоры у меня изгнание было. Правда, временное. Вот, и этот закон дальше будет действовать. Когда мы пойдем в поход, у меня в походе будут эти законы. Что запрещены пьянство, наркотики, драки и ссоры между членами отряда. За это изгнание, конечно. Не на совсем, я же вам говорил, на день, два, три, ну, чтобы успокоились, ребят. Вот такие будут законы. Как я с Чингисхана. Да, Хандор, дух храбрости выпущен на волю. Хандор, дух храбрости выпущен. Он теперь над Россией витает, летает, расправив крылья. Он теперь во всех вселяется, этот дух храбрости. И вот видишь, даже Навальный набрался этого духа храбрости. Вот какой год. Год духов, год, дух храбрости. Я, как верующий человек, как шаман, вам отвечу вот на эту, как я отношусь к вакцинации, к болезни этой. Но я коронавирус, вот эту болезнь считаю духовной болезнью, духовной. И я предупреждал вас, я как верующий человек буду отвечать, а не как медик, духовной болезнью. Болезнь это не затронуть чистых совестью, душой людей. Ни молодых, ни старых. Тем более молодых. Чего они нагрешили-то дети? Вот поэтому-то даже вот на практике видно же, детей молодых оно не трогает. Какие у них грехи? У них вся жизнь впереди. А вот в возрасте людей за грехи наши может тронуть эта болезнь. И чем больше власти у человека, тем, наверное, больше грехов. Поэтому власть имущие его боятся. Больше, чем простые люди. Вот такая вот религиозная у меня вот на этот счет взгляд. Ну, а счет вакцинации, ну, если считаете, что опасна вакцинация, сходите в церковь или какой там вера ваша, да, вот какая-нибудь, и какой веры придерживаетесь, кто-то шаманизм, кто-то буддизм, кто-то мусульмане. И очистите свое тело, свой дух, как говорится, да, помолитесь, грехи свои
у Господа, чтобы все это раскайтесь во многих грехах. А после этого можно и смело и вакцины, как говорится, не страшна будет никакая ни вакцина, ни инфекция. Если вы крепкий духом, телом, душой будете чистыми перед Богом, не бойтесь.